Маринованные огурцы, помидоры, перец и не только. В ассортименте Бесланского пищекомбината 30 наименований фруктово-овощной консервации. Продукцию Северной Осетии знают не только в республике, но и за ее пределами. Совсем скоро на прилавках магазинов и рынков появится и традиционное осетинское блюдо севжесахтон. Сейчас на предприятии этап маринации. О том, как сохранить вкусовые качества овоща, узнавала Марина Караева. Сезон горького перца в самом разгаре. Излюбленное осетинское блюдо севжесахтон готовится в этом цеху в Беслане. Прежде чем попасть на стол покупателей, перец проходит длительный технологический процесс. Сперва работницы тщательно сортируют и очищают овощ. Около 5 тонн каждый день. Уже после его укладывают в бочки, где перец ждет следующего этапа. После того, как перец почистили, его варят вот в таких специальных ваннах. Каждая вмещает 200 килограмм. Вот это побольше 600 килограмм. При варке важно следить и за температурой. Для этого здесь есть вот такой манометр. После горячих температур овощ важно правильно охладить, чтобы сохранить все вкусовые качества. После варки мы их выкладываем на столы, смотря сколько у нас бывает по объему. После мы их охлаждаем струей воды холодной. Потом, после охлаждения, на следующий день мы их солим. После мы их уже в бочке заполняем, оставляем 2-3 недели. Потом уже по банкам. Дальше маринад. 2-3 недели в бочках перец находится под небольшим прессом. Только после этого его сортируют в банки. К примеру, эта партия маринуется уже больше 14 дней. Если считают консервацию в условных банках, то лист перца такой, осетинский ноу-хау, он считается у нас бочками. То есть для нас задача сделать 300-400 бочек. Вот. Мы пока не выполнили эту планку, мы где-то процентов на 40 сейчас закрыли эту потребность. В ассортименте предприятия 30 наименований фруктово-овощной консервации. Продукцию из Осетии знают не только в республике, но и за ее пределами. Москва, Санкт-Петербург, Оренбургская область, Екатеринбург. У продукции есть своя этикетка, которую, кстати, уже успели подделать. Чуть отошли от такого СССРовского дизайна. Но, как видно, не все отошли, да, наши соседи умудрились не просто стилистику, да, сохранить этой этикеткой, они сохранили наш юридический адрес, название наше, все сохранили и сказали, что вот сегодня это Бесланский пищекомбинат, хотя такой этикетки уже, последние лет 7 нету. Подделать этикетку несложно. Сложно повторить уникальный вкус осетинского блюда. По словам директора цеха Руслана Лекова, технологическая карта консервированного севжесахтон разработали еще в 70-х. И с тех пор в цеху четко следуют всем правилам приготовления. Директор уверен, продукт смогут отличить и покупатели. К слову, продукция предприятия стала победителем конкурса «Агростартап». Наш сельскохозяйственный производственный кооператив участвовал в «Агростартапе» и конкурсный отбор прошел, и мы стали победителями гранта «Агростартап». Это существенная для нас финансовая поддержка, в первую очередь. Это деньги на оборудование и на технику. Это около 6 миллионов рублей. Для нас это важно, потому что мы сейчас находимся, у нас своей земли нет, мы арендуем, субаренду берем землю, чтобы выращивать для себя овощи. Для нас это субаренда накладно, плюс еще аренда техники и прочее. Также достаточно серьезно поднимала себестоимость конечного сырья. Сегодня мы благодаря этому сможем как-то минимизировать эти издержки. Предприятие создает рабочие места в правобережном районе. Сейчас здесь трудятся около 50 человек. Зарплата выше средней, с расширением будут увеличиваться и вакансии, и оплата. Марина Караева, Алан Суанов. Новости Осетии.